Добрый день, это проект «Честный бизнес». Меня зовут Дмитрий Смирнов, и сегодня мы говорим о прямых продажах. Чем они отличаются от продаж в торговых точках и почему специалисты этой сферы в таком большом дефиците сегодня. Именно поэтому наш сегодняшний бизнес-консультант Григорий Будько, директор компании «Иноксия», лидера Беларуси в прямых продажах. Григорий, здравствуйте. И первый вопрос, самый простой, может быть, самый сложный. Что такое продажа? Здравствуйте, Дмитрий. Если бы я был большим любителем энциклопедических данных, я бы, наверное, сказал, что продажа – это момент, когда продавец передает товар покупателю за деньги. На самом деле все гораздо сложнее. Вопрос не такой простой, как может показаться на первый взгляд. Дело в том, что когда начинается продажа, она начинается не с момента передачи товара за деньги, нет, ни в коем случае. Продажа начинается с момента, когда продавец еще только задумал продавать какой-то товар. В этот самый момент он закладывает определенный план, каким образом он этот товар будет продавать. То есть с этого момента и начинается продажа. А уже заключительным этапом этой продажи, собственно говоря, и будет передача товара в обмен на деньги. Тогда более конкретный вопрос. В этом случае, что такое прямые продажи? Если коротко отвечать на этот вопрос, то прямые продажи – это такой тип продаж, когда продавец приходит к покупателю, а не наоборот. К примеру, если, допустим, мы, как покупатели, приходим в магазин, в какую-то торговую точку конкретно, видим товар, который мы хотим купить, его покупаем и уходим оттуда. Это обычные продажи в стационарных торговых точках. Прямые продажи предполагают, что продавец приходит к покупателю, рассказывает ему о своем товаре, говорит, как им пользоваться, для чего этот товар, этот продукт в данном случае нужен именно этому покупателю, чем он ему поможет, чем он качественно улучшит его жизнь и так далее, и так далее. То есть при прямых продажах происходит обратная ситуация. И в то же время покупатель получает всю необходимую информацию о товаре. Ведь согласитесь, если, допустим, вы приходите в магазин, отстоите очередь и хотите купить буханку хлеба и говорите продавцу: а расскажите мне, пожалуйста, об этом хлебе. Вот как он был приготовлен, да? То есть из какого зерна, из какой муки, что туда добавлялось, кто его пек и так далее, где конкретно, на каком оборудовании. Вам начнут стучать в спину сзади: эй, мы в очереди ждем. Ну и продавец будет не очень доволен. Совершенно верно. И это на самом деле было бы глупо. Да? То есть мы не привыкли к таким ситуациям. Но прямые продажи позволяют это сделать, позволяют покупателю получить всю необходимую информацию. Он не покупает кота в мешке, он покупает товар, о котором знает абсолютно все. И здесь очень важно, чтобы продавцы, которые совершают прямые продажи, были максимально подготовлены к продажам. В этой связи вопрос. Если для продавца это все-таки чуть сложнее, чем обычное торгово-денежные отношения, почему компания «Иноксия» выбрала именно технику прямых продаж? Прямые продажи были выбраны руководством завода «Иноксия» еще более 40 лет назад. И за все это время ни разу этим продажам мы не изменили. Объясню почему. Потому что наш продукт высокотехнологичен. И если такой продукт попадется вам где-то на полке магазинов, предположим, то повторится опять же ситуация, которую я вам сейчас рассказал. То есть невозможно получить всю необходимую информацию о нем, невозможно понять, каким образом максимально извлечь выгоду из использования этого продукта. Поэтому единственным возможным способом продажи для нас являются прямые продажи. Он максимально выгоден не только нам, но и прежде всего покупателю. Ну, как-то вот когда продавец приходит к покупателю, уговаривает, объясняет, рассказывает, рекламирует и прочее, есть что-то такое от сетевого маркетинга или нет? В чем вообще, есть ли какое-то такое фундаментальное отличие между прямыми продажами и вот набившим оскомину сетевым маркетингом? Отличие кардинальное на самом деле. С одной стороны, можно сказать, что сетевой маркетинг – это один из видов прямых продаж. Но с другой стороны, такие классические прямые продажи предполагают, что есть продавец, профессиональный продавец, который о продукте знает все, который соответствующим образом обучен, им получен определенный объем знаний, умений и навыков, и он их применяет при продаже. Когда мы говорим о сетевом маркетинге, он предполагает, что покупатели одновременно являются и продавцами. То есть таким образом выстраивается сеть. Кто-то купил, значит, какой-то продукт, после чего берет продукт для продажи, продает, допустим, своим друзьям, знакомым или незнакомым людям, не суть важно. Но создается таким образом сеть.
Да? То есть от, скажем так, верхнего уровня до вот самого, скажем так, нижнего. Такая сеть. То есть одновременно и продавцы, и покупатели. Почему мы так не делаем? Потому что для нас крайне важно создать не только качественный продукт, но и качественно его представить на рынке. А мы не уверены, что наши покупатели, мы, конечно, очень их уважаем, мы очень в них верим, однако мы не уверены, что они качественно смогут этот продукт представить. Поэтому мы готовим исключительно своих продавцов. Это люди, которые работают на нас, и это специалисты высшего уровня. У нас ни в коем случае не используется схема, при которой наши покупатели впоследствии становятся нашими продавцами. Это исключено. То есть здесь еще такая своего рода репутация бренда. Совершенно верно, потому что мы не можем себе позволить, чтобы из-за, может быть, какого-то непрофессионализма, неподготовленного человека, который взялся продавать нашу продукцию, пострадала бы наша репутация. Хорошо. Есть тренер, который готовит продавцов, который изучает всю спецификацию, например, в части инокси они наверняка и сами готовят, да, на этой посуде. Тем не менее, кроме большого труда у продающих компаний, какие проблемы, с чем приходится сталкиваться в работе? Ну, на самом деле, у большинства компаний, которые занимаются продажами, есть, в общем-то, 3 основных проблемы, которые очень часто не находят своего решения. Первая проблема это недоверие собственному продукту. Объясню, как это вообще выглядит на самом деле. Потому что любой человек, который берется за продажу какого-то продукта, должен сам поверить в высочайшее качество этого продукта, должен сам его испробовать, да? Сам должен знать, что этот продукт действительно качественно улучшит жизнь клиента, покупателя и так далее. Но очень часто бывает так, что на работу в такие компании приходят люди, которые хотят заработать денег, но в то же время им абсолютно все равно, что продавать. И поэтому в продажах этот человек, ну, скажем так, долго не задержится. Это уже, в общем-то, известно по опыту. Второй момент – это слишком большая самоуверенность, собственно говоря, менеджмента, руководства компании. Когда создается какой-то продукт, есть вера в этот продукт со стороны менеджмента и так далее, но нет абсолютно никакого понимания, как его продавать. Я вам приведу один пример. Ко мне какое-то время назад пришли ребята, хорошие ребята, у которых была замечательная идея. Сейчас она уже реализована, скажем так, другими людьми, и она уже довольно популярна. Это создание маек с белорусским орнаментом. Они принесли мне бизнес-план, они его показали. И я сразу понял, что этот проект, который они хотят развивать, он сразу же в таком виде, в котором они его видят, ну, закроется в течение месяца, наверное. Объясню почему. Они пришли и сказали, что вот посмотрите, у нас есть хорошая идея, мы очень хотели бы производить майки с белорусским орнаментом, с разными и так далее. Вот сейчас набирает обороты, это будет популярным и так далее, и так далее. Да, действительно, с этим согласился. Но первый мой вопрос всегда, а как вы будете это продавать? Ну, мы вот, смотрите, вот мы уже посчитали, мы продадим, значит, вот уже есть знакомые наши, которые вот захотят купить, есть родственники и так далее. Вот, и вообще вот, ну, очень много людей, которые вот это будет как сарафанное радио, говорю, хорошо, замечательно. А, допустим, если, вот на какие вот вы примерно объемы рассчитываете? Ну вот мы вот оборудование купим вот за там примерно 2-3 тысячи долларов и будем где-то 300 маек делать в месяц. Вот такая вот нагрузка будет на оборудование. То есть я прекрасно понимал, что ни с точки зрения развития бизнеса, ни с точки зрения прежде всего продаж, ребята молодцы, очень хорошая идея, но, к сожалению, при таком отношении к продажам у них ничего не получится. И хуже всего, если человек или группа людей, которые придумывают какой-то продукт, который качественно улучшит жизнь людей, выведет их эту жизнь на новый уровень, да, может быть, поможет, в том числе сохранить свое здоровье и так далее, в итоге так и останется проектом на бумаге, потому что люди просто-напросто не думают о продажах. Если вы придумали качественный продукт, прежде всего, самое первое, что вы должны сделать, это вы должны подумать, как вы будете его продавать. Если вы не представляете себе от начала до конца, как будет проходить продажа вашего продукта, не ваши предположения, а конкретный план, вам лучше не начинать. То есть продажи, система продаж, план продаж не менее важен, чем хороший продукт.
И вот этот второй момент – это самоуверенность, собственно говоря, высшего менеджмента, людей, которые начинают бизнес. Они верят в свой продукт, они верят, что все вокруг в это поверят. Нет, на самом деле нужно уметь этот продукт продать. И третья проблема – это кадры. К сожалению, очень часто компании, которые продают, допустим, свой продукт, свое производство, ну, к примеру, я просто в качестве примера приведу, допустим, пластиковые окна. Очень часто нанимают людей, которые являются специалистами по пластиковым окнам, для того, чтобы они эти пластиковые окна продавали. Да? Но посмотрите, это ведь технические специалисты. То есть они знают досконально вот от начала до конца, как производится вот это пластиковое окно. Они знают все его функции, они знают все его плюсы, минусы и так далее. Но это не продавцы. Лучше таким компаниям нанимать продавцов и обучать этих продавцов. Это гораздо проще, я вас уверяю, обучать продавцов определенным нюансам производства и работы вот с этими вот окнами. Это гораздо проще сделать, чем вот технического специалиста обучить продажам. Кроме того, я думаю, что руководители бизнесов будут смотреть вот это видео, и я вот в качестве просто примера я прошу всех вот просто пройтись по своему отделу продаж и у каждого спросить, какая ваша профессия. Я больше чем уверен, что они услышат такие ответы, допустим, я юрист, я экономист, я историк, я не знаю, я биолог там, и так далее, я филолог, не суть важно. Может быть, какой-нибудь небольшой процент всех, кто работает в отделе продаж, скажет, я профессиональный продавец. Это единицы. Совершенно верно, это единицы. То есть единицы чувствуют себя профессионалами в продажах. То есть они прежде всего думают о своем образовании, о образовании, которое они получили. Никто на самом деле не ощущает себя профессиональным продавцом. К сожалению, допустим, я очень часто привожу в пример Соединенные Штаты Америки, ну, где на самом деле продажи у многих в крови. Да? И вот у них называться профессиональным продавцом престижно. У нас, к сожалению, еще не так. Да? То есть у нас вот еще только развивается, мы еще идем по схожему пути. Но, к сожалению, на сегодняшний день сказать, я профессиональный продавец, может, тебя не поймут. Может быть, ты получал профессию продавца где-то там, допустим, в колледже и так далее. Да. Нет, на самом деле ты добился звания профессиональный продавец через свой опыт продаж. К сожалению, большинство даже очень хороших продавцов этого не чувствуют. Это им очень мешает в продажах. Хорошо, как ломать этот стереотип вообще? Его надо сломать, чтобы захотеть, чтобы продавец, профессиональный продавец воспринимался как профессия, как приобретенный навык. Ну, всегда, как я уже сказал, нужно начинать с кадров. То есть, если вы берете на работу человека, который пришел продавать, он будет продавать, и он будет, допустим, учиться нюансам именно вашего продукта, обучаться. Да? То есть вы ему сможете рассказать все о продукте. Но вы должны более серьезно подойти к подбору таких людей. Потому что, как и в каждой профессии, к этому нужно относиться именно как к профессии. Как и в каждой профессии, в продажах есть те люди, которым это дано, и есть те люди, которым, к сожалению, не дано. Они будут стараться, но у них мало что получится. И это нужно выявлять на самом первом этапе. И самая большая ошибка, которую здесь может совершить руководитель, это когда он на собеседовании пытается примерять к приходящим к нему кандидатам какие-то определенные шаблоны. К примеру, у него в отделе продаж есть лидер, человек, который больше всех продает. И он знает, вот, как он выглядит, как он говорит и так далее. То есть у него в голове создается уже определенный шаблон. Ага, вот это мой лучший продавец, значит, вот я буду брать только тех, кто на него похож. То есть кто примерно так же выглядит, примерно так же говорит, примерно так же себя позиционирует. Это шаблон такой. Совершенно верно. И тот, кто не подходит под этот шаблон, как правило, убирается. Это самая большая ошибка, объясню почему. Потому что продавцы бывают абсолютно разные. Они бывают разные по темпераменту и характеру. Они бывают разные по внешнему виду и так далее. Ни в коем случае нельзя применять такие шаблоны. Потому что тот опыт, который вы получили в своем бизнесе, он очень узкий. Но есть огромное количество других бизнесов, которые тоже продают свои продукты. И откуда к вам придут тоже хорошие продавцы. Но вы их можете просто не заметить. Они не похожи на того, кого вы видите сейчас у себя в отделе продаж. Вот у меня бог продаж, я буду на него равнять всех остальных. Нет, это величайшая ошибка на самом деле. Абсолютно величайшая ошибка. И с этим нужно бороться. Поэтому
начинать нужно прежде всего с себя. Вот вы руководитель бизнеса, вы должны сломать прежде всего стереотипы у себя в голове, а потом пытаться ломать их у своих сотрудников. Хорошо. Руководители, профессиональные кадры, профессиональные продавцы. Что, если выходить на рынок с чем-то новым, с инновационным продуктом? Что это значит? Как это делать? Ну, вы знаете, что касается инноваций, здесь очень часто путают инновации и новинки. Потому что новинок тьма тьмущая, их очень много. И каждый день появляются какие-то новинки. Новинки очень хороши, они двигают продажи. То есть, если какая-то новинка, она хорошо раскручена, товары лучше покупаются. Это все понятно. Но инновации это совершенно другое. Инновации меняют стиль жизни, инновации меняют ход развития бизнеса, целых сфер бизнеса. Вот простой пример тоже приведу. Когда в мобильных телефонах появилась, допустим, фотокамера, да, все начали фотографироваться и так далее. Но в то же время мало кто отказался от каких-то профессиональных или полупрофессиональных фотоаппаратов. Если вы выезжаете в какие-то туристические места, вы видите, да, там есть люди, которые фотографируют на камеру мобильного телефона там, или смартфона, но в то же время очень много людей, которые ходят и фотографируют вот обычными фотокамерами или там видеокамеры, снимают видео, к примеру, и так далее. Но я хочу вам напомнить момент, когда на рынок вошли смартфоны. Это была инновация. Объясню, в чем она заключалась. До этого на рынке появились, допустим, планшеты. Смартфоны, и все почему-то думали, что планшеты вытеснят очень быстро ноутбуки, персональные компьютеры и так далее. Появились смартфоны, и они абсолютно в другую сторону повели развитие технологий, развитие бизнеса. Абсолютно в другую. Моментально упали продажи всего: ноутбуков, персональных компьютеров и, собственно, планшетов. Потому что на сегодняшний день технологии настолько развиты, что в такой небольшой смартфон можно вместить мощность персонального компьютера. И фактически он может этот компьютер заменить. Соответственно, многие первоначально думали, что маленькие экраны смартфонов никогда не заменят планшеты по той простой причине, что, допустим, видео или там, фотографии не очень хорошо смотреть. Оказалось, что это полная ерунда. Люди бежали за удобством, люди бежали за, скажем так, миниатюризацией всего и так далее. И в итоге планшеты на сегодняшний день это безусловный лидер в индустрии, и они определяют дальнейшее направление всего бизнеса, всех абсолютно линеек. Вот. Это была инновация, она поменяла ход. Камера — это новинка. Камера есть, сейчас есть абсолютно везде, и как бы, она есть, но она мало что изменила в нашей жизни. А смартфоны поменяли. И то же самое касается с продуктами, которые выходят, допустим, на белорусский рынок. Они действительно способны что-то поменять, но нужно трезво смотреть на вещи. Потому что на сегодняшний день, я вот честно вам скажу, я не вижу на рынке Беларуси ни одной инновации в последнее время, к сожалению, собственно говоря, белорусской. Маскарад. Что, простите? Маскарад, который Фейсбуку продали. То есть, я просто объясню. Да, Маскарад совершенно верно, это очень хорошая программа, они очень много говорят и так далее. Это приложение, которое действительно всем нравится, но оно не поменяло ход направления, в общем, потому что таких программ, как Маскарад, много. Мы просто об этом мало знаем, но если мы посмотрим в магазин приложений, подобных, это не первое приложение. Оно просто может быть наиболее раскрученное. Да? Это то же самое, как есть те же мобильные телефоны, смартфоны. Есть флагманы, они более раскрученные, есть менее раскрученные бренды и так далее, и так далее. Вот. Может быть, менее функциональные. Вот. Но направление развития, допустим, приложений, что касается, допустим, фото или видео, оно не поменяло. То есть инновации назвать нельзя, это новинка, это стандартная новинка. Но в любом случае все инновации, как правило, приходят к нам из-за границы, прежде всего из Западной Европы, Соединенных Штатов Америки. Вот, и приходят уже тогда, когда там произвели фурор, то есть когда там уже опробировались. Вот, поэтому мы это принимаем уже, в общем-то, как должное. Это что касается инноваций в продукте. Так? Если говорить о инновациях в продажах, есть какие-то, собственно, белорусские инновации? Или здесь, как и с продуктами, инноваций нет? К сожалению, в продажах ситуация еще хуже. Собственно говоря, очень пессимистично все. Нет, на самом деле нужно смотреть трезво на вещи. Что касается продаж, инноваций, собственно говоря, белорусских нет и быть не может. Потому что мы полностью, что касается продаж в целом, мы полностью копируем модель Запада. То есть все, что появилось на сегодняшний день в Беларуси, это
не только прямые продажи, говорю, но даже вот стационарные продажи, допустим, те же гипермаркеты, торговые центры и так далее, и так далее. Это все пришло к нам из Запада. Мы полностью скопировали все, от менеджмента до маркетинга, до начала продаж, до рекламы, каких-то пиара и так далее, и так далее. Мы все берем оттуда. Это неплохо на самом деле. То, что мы используем западные технологии, это плюс. Там они развиваются все гораздо быстрее, там у них больше возможностей для этого. И поэтому было бы глупо на самом деле изобретать велосипед в продаже. Гораздо проще взять уже апробированные технологии, допустим, в той же Западной Европе или Северной Америке, и, в общем-то, их внедрить, может быть, с какими-то нюансами, внедрить, допустим, в белорусскую модель продаж. Потому что, ну, в любом случае, мы все копируем, и это тоже должно быть скопировано. Опять же, повторюсь, с определенными нюансами и поправками на белорусский менталитет. Ну, с этими поправками должна быть все-таки какая-то белорусская локализация, потому что, ну, гродненцы — это не нью-йоркцы, это не берлинцы. И какая-то ставка на собственную ментальность, то есть белорусы и покупают иначе, ну, согласитесь. Да, совершенно верно. Но если мы говорим, допустим, о техниках продаж, их огромное количество, и действительно технику нужно применять, может быть, не такую, как применяют в Нью-Йорке, да, потому что менталитет абсолютно другой. Совершенно верно. Да. Но типы продаж, потому что мы говорим о типах продаж, да, допустим, вот те же прямые продажи, или как некоторые используют сетевой маркетинг, они имеют место быть и здесь, и они хорошо развиваются, на самом деле, в Беларуси. И компании, которые давно работают в продажах в Беларуси, они давно научились использовать те техники продаж, опять же, принесенные к нам с Запада, которые больше подходят нашему менталитету, потому что по менталитету есть, допустим, наши соседи, поляки, литовцы, которые давно в Евросоюзе, но по менталитету нам ближе, допустим, чем, к примеру, тем же американцам. Да? Вот. И на них, в принципе, техники продаж работают вполне хорошо, те же придуманные за океаном, но интегрированы в их, скажем так, общество, в их стиль жизни. То же самое касается и белорусов. Проблема лишь заключается в том, что белорусы, в белорусской ментальности есть такое, знаете, осторожное недоверие ко всему новому. То есть, если мы говорим, допустим, о продажах, то вот вспомните Советский Союз, да, то есть там не использовалось, как правило, слово продажа. Какое слово используется? Торговля, да? То есть, ну, это немножко разные понятия. Мы не продавали, мы торговали. Да, совершенно верно, мы торговали. И люди приходили, то есть они не привыкли, что к ним кто-то обращается. Они не привыкли, что к ним могут обратиться и сказать: здравствуйте, хотел бы вам предложить что-то, да, там и так далее. То есть завязать какой-то с ними разговор. Они привыкли прийти, и даже вот, заметьте, они приходят в магазин, где есть консультанты, да, вот они ходят там по торговым рядам, кто-то к ним подходит: могу ли я вам чем-то помочь, может что-то подсказать. Очень многие, вот знаете, как огня боятся: не-не-не, ни в коем случае, я вот просто зашел посмотреть. Хотя, может быть, он зашел конкретно что-то купить. Хочется считать, что это белорусский индивидуализм. Можно так сказать, да. На самом деле, пока еще боятся белорусы общаться, но я думаю, что это постепенно вот новое поколение покупателей, которое вот на сегодняшний день уже как-то приобщилось больше, может быть, к западным каким-то технологиям, они более открыты к покупкам, да, более открыты к продажам и так далее. Ведь помните, раньше, лет 10 назад, люди достаточно закрыты были к кредитам, они не доверяли кредитам. Это было что-то такое, что людей очень сильно пугало, это кабала и так далее, и так далее. Весь мир живет в кредит, и, в принципе, ничего в этом такого страшного на самом деле нету, потому что в Западной Европе, допустим, может быть, там меньше ставки под кредитами и так далее, но не суть важно, они научились распределять свои финансы. А к белорусам это пришло с большим опозданием, то есть как-то распределять свой бюджет, планировать какие-то расходы и так далее, в том числе планировать оплату процентов по кредиту. Это сложно было себя перестроить каким-то образом, следить за своими финансами. Вот. Мы научились экономить, собирать деньги, хранить их под подушкой, но управлять своими деньгами, к сожалению, очень многие еще не научились, но я думаю, что поколение должно поменяться. Да, у нас еще все впереди. И на сегодняшний день кредиты хорошо тоже продаются, то есть люди уже более спокойно берут кредиты, они им больше доверяют. Несмотря на то, что все говорят, что высокие проценты и так далее, все равно берут кредиты и умеют ими пользоваться. Это самое главное. Если с инновациями, с продуктами более-менее ясно, что сделать, чтобы привязать покупателя к твоему продукту? Как вот работает эта лояльность? Ну, на самом деле, к сожалению, хочу сказать, что большинство продавцов мало понимают, что такое лояльность, потому что
В качестве примера, опять же, могу привести так называемые карты лояльности, которых сейчас огромное количество, они существуют вот буквально у всех, начиная от гипермаркета, заканчивая парикмахерской. И скоро людям для того, чтобы носить эти карты лояльности для каждой торговой точки... Но мне каждого... уже нужен такой кошелек отдельный. нужен кошелек, да, причем его такой да. со множеством кармашек. Вот. На самом деле, многие понимают лояльность как подкуп покупателя. Да? То есть вот ты у меня что-то купил, дал тебе карту лояльности. В следующий раз ты ко мне придешь, почему? Потому что по карте лояльности ты получишь такую скидку, бонус, что-нибудь, подарок, я не знаю, все что угодно. Конфетка ребенка. Да, это самая большая чушь, которую только можно себе представить. Объясню почему. Лояльность – это ни в коем случае не подкуп покупателя, потому что посмотрите, к чему это на сегодняшний день нас привело, вот эти карты лояльности. У человека сейчас в кошельке карта лояльности, наверное, всех наших гипермаркетов. И сказать, что он ездит в один гипермаркет, а не едет во второй только потому, что у него там скидка, нет. Ему, может быть, сейчас удобнее здесь покупать, а завтра он купит там. И в итоге все гипермаркеты добились того, что эти карты просто перестали реально действовать. Лояльность на самом деле это не столько можно выразить в каком-то денежном эквиваленте, это не столько логика, сколько чувство. Потому что лояльность, вот мы говорим, мне это нравится, да? Это вот тоже часть лояльности. Но если тебе что-то нравится или не нравится, простите, опять же, это не логика, это чувство. Я чувствую, что это мое, я чувствую, что это мой продукт, поэтому я сюда приду. Пример из моей жизни. Я обслуживаюсь в одном из банков, и обслуживание там не самое дешевое. Я знаю, что и мне предлагали другие банки, как индивидуальный предприниматель, обслуживаться у себя. Да, они мне предлагали тарифы гораздо ниже, обналичивание средств гораздо ниже и так далее, другие какие-то бонусы. Но я к ним не пошел. Почему? Потому что я лоялен своему банку. Это у меня не на уровне какой-то логики или расчета, чего бы то ни было. Я даже готов заплатить чуть больше, но я, когда прихожу в свой банк, я чувствую, что я там просто желанный гость. Я себя там чувствую комфортно. Там создана такая, знаете, просто атмосфера. Вот мне нравится туда приходить. Это можно как-то пытаться проанализировать, почему нравится. Мне нравится, что мне улыбаются, мне нравится, что быстро решаются все какие-то мои вопросы. Даже глупые вопросы, которые я задаю, воспринимаются очень серьезно, и все готовы всегда помочь. И на самом деле я не представляю себе, что я пойду в какой-то другой банк, потому что на самом деле у меня был опыт со многими банками работы и так далее, но вот я нашел для себя этот банк, и я ему лоялен. И даже если мне другой банк предложит, вот вам, пожалуйста, карту лояльности или что-нибудь в этом роде, я скажу спасибо большое, но нет, наверное, я останусь здесь. Вот это называется лояльность. И поэтому, если кто-то, допустим, думает, что создав фирму, сделав карту лояльности и дав своим клиентам постоянным какую-то скидку, вы их навсегда сейчас держите, нет, это абсолютно не то. Нужно работать над собой прежде всего, то есть над тем, как вы обслуживаете клиента. И тогда клиент к вам снова придет не к вашему конкуренту, у которого есть большая карта лояльности, а придет именно к вам. Белорусы как-то по-другому воспринимают эту лояльность. На что мы реагируем? Это вот в этом как конфетки в аквариуме на стойке, это кофе, это улыбки, это решение? Или отличается ли наше ощущение лояльности? Здесь белорусы мне нравятся больше, чем европейцы. Объясню почему. Потому что белорусы очень рады воспользоваться любыми скидками и так далее. Но вот это разовая какая-то акция для них, допустим, будет. Это не сделает их лояльными. И белорусы более, знаете, чувственные, более эмоциональные люди. Они чувствуют большую привязанность к чему бы то ни было, да? Белорусы более консервативные. Обратившись к чему-то, им вот какому-то продавцу, им там понравился продукт, им понравился продавец, и они все-таки склонны будут вот у него остаться, несмотря, может быть, на появление какого-то другого, более выгодного предложения. И этим, может быть, они больше отличаются от европейцев, потому что европейцы проще расстаются, может быть, с теми, кому были какое-то время лояльны. Вот. Но если кто-то им предложит, допустим, вот мы проводим сейчас акцию, воспользуются, если они пойдут воспользоваться, они вернутся обратно к тому, кто, в общем-то, им больше понравился именно вот с самого-самого начала. Таким образом. Что касается карт лояльности, я, может быть, чтобы не подумали, что я абсолютно говорю, что они не нужны, нет. Но
тоже нужно подходить с умом, потому что если мы говорим о лояльности как о чувстве, вот я чувствую, что это мое, я чувствую, что это мне помогает, то мы должны говорить о картах лояльности как о картах, которые должны продвигать какую-то идею, какой-то стиль жизни. К примеру, если карта лояльности будет объединять, допустим, не один магазин, не одну торговую точку, не одну сеть, а будет объединять вот что-то из примерно одной сферы. Вот, к примеру, да, то есть магазин стройматериалов, где действительно хорошие, качественные стройматериалы, да, вот человек может делать ремонт у себя в квартире, дома, может купить стройматериалы, значит, и он в них уверен, допустим, да, в этом продавце, что действительно качественный продукт. Он воспользовался картой. Та же карта будет действовать в магазине мебели, который, может быть, находится на другом конце города, но он тоже представляет качественную, хорошую мебель, с хорошим дизайном, которая не развалится через 2 года, которая будет долго-долго служить человеку. И он, допустим, купит эту мебель. А потом он поедет в магазин с этой же картой, где продают хорошие, я не знаю, светильники, да, какую-то домашнюю утварь, посуду ту же и так далее, и так далее. Действительно хорошего качества. Это все объединяется, допустим, одной картой. И тогда мы будем говорить, что человек лоялен. То есть он знает, что все, что ему нужно для создания уюта в своем доме, дает ему вот эта вот карта лояльности. Вот это можно назвать картой лояльности. И когда кто-то пытается дать просто скидку, перекупив покупателя у своего конкурента, ну это не лояльность, это просто игра на понижение. Я не претендую на роль бизнес-консультанта, но тем не менее, мне кажется, что все эти скидочные карты, карты лояльности, VIP-карты даже, они в нашей действительности, они отличаются дизайном. Они все дают одинаковый набор функций, то есть это 5, 7, 10, 15%, но вот именно чего-то такого, о чем вы говорите, этого нет. То есть какой-то эксклюзивности, индивидуальности не происходит, не ощущается. Совершенно верно, не ощущается, потому что никто не думает такими категориями, которые я сейчас говорю. То есть никто не думает о том, что нужно продвигать прежде всего свой бренд от начала до конца. Не в момент продажи, собственно, да, то есть когда человек расстается со своими деньгами, а мы ему дадим небольшой бонус, чтобы он чуть-чуть меньше заплатил, и он лоялен. Нет. От самого начала, вот буквально от встречи клиентов, допустим, в вашей торговой точке. Вот все должно быть выверено от и до, чтобы клиент, приходя туда, чувствовал себя не просто посторонним человеком, он чувствовал бы себя частью вашего бизнеса. В этот момент, это в идеале, конечно, и в этот момент можно сказать, что человек лоялен к вашей продукции, к вашему бизнесу и к вам, может быть, даже лично. И в этом случае, да, возможно дать ему какую-то скидку, может быть, еще какие-то бонусы, может быть, поздравить его с днем рождения и так далее, и так далее. Тогда это имеет смысл. Но во всех других случаях, как я сказал, это игра на понижение. То есть все торговые точки, магазины какие-то, может быть, какие-то фирмы, которые предоставляют услуги, они могут друг с другом конкурировать, вводя какие-то новые акции, новые скидки и так далее, и так далее. От этого они абсолютно не выигрывают. То есть начинают понижать цену, и они думают, что они вот сейчас задавят конкурентов. Нет, они друг с другом бьются, теряют в итоге свою прибыль на этой борьбе. И можно сказать, вот кто-то бы, наверное, сказал, ну вот в этом же выигрывает покупатель. Нет, покупатель в этом не выигрывает, потому что никто себе в убыток работать не будет. Если один кто-то задавит всех остальных конкурентов, рано или поздно он поднимет цены. Покупатель все равно за это все заплатит. Поэтому вот эта первоначальная радость, вот мне дали большие скидки здесь, а потом тут больше дали, я пошел туда и так далее, это все очень иллюзорно, это все очень, знаете, временно. И игра на понижение цены – это очень опасная игра. К сожалению, очень многие в Беларуси этой игрой очень сильно увлекаются, в итоге просто уходят с рынка. Подводя итог, есть какой-то рецепт увеличения продаж? Все, что мы здесь перечисляли, так или иначе, оно подводит к репутации бренда, к самому бренду, к отношению, кого нанимать, как работать. Но если говорить конкретно о продажах, ради чего нас смотрят и слушают, как их увеличить? Рецепта увеличения продаж универсального не существует в природе. Объясню почему. Каждый бизнес уникален. Когда человек задумывает открытие собственного бизнеса,
у него всегда есть какая-то своя идея. Даже если он открывает бизнес, который уже широко распространен, допустим, в нашем городе, да, много таких же компаний и так далее, но у него есть определенная идея, чем он будет отличаться и так далее, на что он будет делать упор. Потому что продавая один и тот же продукт, похожий продукт, скажем так, вот у одной фирмы, допустим, возвращаясь к пластиковым лодкам, я не знаю, почему их, но, допустим. Почему вы не говорите о посуде, я не понимаю. Ну ладно, пускай Я просто пластиковая не хочу, да, то есть не Окей. хочу как бы рекламировать постоянно посуду. Допустим, один пластиковые окна продает и второй, да, но они не обязательно же конкурировать в цене. Просто у одного своя идея и у другого своя идея. И если это будет не столкновение ценовых предложений, а столкновение идей, то вполне возможно, что каждый найдет своего покупателя, и не будет так, что они будут душить друг друга. А каждый будет продавать свою идею через свой продукт. И человек, который поверит в эту идею, станет частью этой идеи, он этот продукт купит, станет к нему лояльным, постоянно будет поддерживать связь со своим продавцом и так далее, и так далее, и так далее. Только в этом случае. Но опять же говорю, универсальных решений нету. В каждом конкретном случае нужно разбираться. Однако нужно обращать внимание на несколько моментов. Первый момент, я о нем уже говорил сегодня, это кадры. Это один из важнейших моментов. Если подобрать неверно кадры и неверно их обучить, какую бы замечательную систему мотивации не придумали для своих продавцов, хоть там 50% от продаж, вот знаете, самая, опять же, большая ошибка, которую можно совершить при работе со своими продавцами, это когда вы думаете, ага, я ему сделаю очень хорошее предложение по мотивационной программе, он за каждую продажу будет получать баснословные какие-то деньги и так далее, значит, он будет стремиться продаж делать больше и больше. Это на самом деле ошибка, это ошибочное мнение, на самом деле все не так. Ведь я вам просто объясню, с чем я столкнулся в большинстве наших компаний, допустим, с которыми я работал. Наши продавцы, даже те, кого руководство считает действительно богами продаж, боятся продавать и не умеют продавать. И они делают все, чтобы не продавать. Абсолютно все. Как-то парадоксально. Да, это парадокс, но это действительно так. Я просто объясню. Те компании, которые работают с юридическими лицами, продают какие-то услуги или товары юридическим лицам, как правило, все начинается со звонка. То есть продавец, работник отдела продаж, поднимает трубку, набирает номер какой-то компании, предлагает свои услуги. Такие разговоры длятся крайне... 2-3 секунды. Да, буквально очень немного. Очень часто это заканчивается просто гудками на том конце провода, либо какими-то отговорками и так далее, и так далее. И что делает продавец этого товара? Он делает все, чтобы не разговаривать. Он не хочет слышать отказов. Отказ всегда демотивирует его. Поэтому он делает самую большую ошибку. Он говорит, давайте я вам вышлю коммерческое предложение. И они готовы высылать коммерческие предложения пачками абсолютно всем всевозможным клиентам. Всегда из этого спама найдется хотя бы 1-2 человека, которые именно в этот момент ищут вот такое предложение. Всегда найдется. И поэтому эти продажи, как правило, просто случайные. Потому что они боятся разговаривать с людьми. А только через разговор можно убедить клиента в том, что именно этот продукт ему нужен. Естественно, что каждый покупатель, когда ему что-то предлагают по телефону, его первое подсознательное желание – это как можно быстрее закончить этот разговор. И он будет пытаться это сделать. Но, к сожалению, неподготовленные продавцы это ему всячески помогают. Поэтому разговоры не длятся долго, они абсолютно ни о чем. И в лучшем случае заканчивается высылкой коммерческого предложения, которое, как правило, даже не открывается. Вот. А если открывается, значит, это просто так попало, что именно повезло. человеку нужно. Да, совершенно верно. Поэтому прежде всего нужно сделать так, чтобы в отделе продаж работали настоящие профессиональные продавцы, хорошо обученные и продукту, и, собственно говоря, всем навыкам продажи. Только в этом случае, и самое главное, хотели и умели продавать. И только в этом случае можно говорить о том, что отдел продаж занимается продажей, а не рассылкой коммерческих предложений. Спасибо, Григорий, за интересную беседу. Это проект «Честный бизнес». С нами был Григорий Будько, директор компании «Иноксия».